Когда ты идешь по улицам своего города, ты слышишь их голос, встречаешь знакомых, Ассаламу алейкум. Кандай? Иштер жакшыбы? Здравствуйте, как ваши дела? но редко задумываешься о том, чьи имена носят улицы, бульвары, проспекты и площади. Радио «Спутник Кыргызстан» расскажет вам истории людей, чьими именами украшены улицы городов Кыргызстана в проекте «Улицы в лицах». Узнай историю своей улицы вместе с нами. Живописец, актер, режиссер, каскадер. Кажется, что из-за разнообразия своих великих амплуа имя Суйманкула Чокморова в Кыргызстане пока не удалось достойно увековечить ни в камне, ни в названии улицы. Собственно, в Бишкеке улиц, названных в его честь, оказалось две. Одна в так называемом «Тихом центре», а вторая в одном из жилмассивов на окраине. Лицо Суйманкула задумчиво глядит с 5000-ных банкнот. Его родовое село названо его же именем. Вот только памятник никак не может ни обрести нужную форму, ни подходящее место. Улица Суйманкула Чокморова – одна из тех, которая обрывается проспектами, домами, тупиками и дворами. Она идет мимо въездов в зеленые дворы бетонных коробок домов между Московской и Бакамбаева. Она редко полна людьми и, прямо скажем, плохо отображает всю красоту, которую Суйманкул Чокморов подарил людям через кино и свои картины. Глубокий, печальный образ Суйманкула, прошедший через многие фильмы кыргызского чуда, помнят многие. Но и в кино, как в фильме «Красное яблоко», он остается художником даже на экране. Его картины, непривычно яркие на фоне его коллег, несколько наивные, но 100% узнаваемые, наполнены образами, отсылками и деталями. О художественном стиле Суйманкула Чокморова рассказывает ведущий научный сотрудник Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Марина Хлыстикова. Его работы, они наполнены, причем наполнены со всех сторон. Если, например, у художника Матаева можно подходить со всех сторон к работе, и мы увидим разные подробности. У Чокморова нужно подумать. Опять мы подумаем, и очень сильно будет откликаться наше эмоциональное состояние. Например, Сайыкбай Каралаев «Посвящение». Там, как я сказала, сегодня есть сюжет, и сюжет этот читается довольно-таки однозначно. Но при этом мы включаем нашу фантазию, мы включаем нашу эмоциональность, и мы можем разложить всю работу на несколько сюжетных линий. И я сейчас говорю даже больше не об эпосе Манас, а о самом Манасчи и о нашем восприятии этого Манасчи, о том, как он себя подает, как мы это чувствуем, и как при этом мы чувствуем связь художника с этим видом искусства, с этим творчеством и со всеми делами, которые сделал Манасчи для того, чтобы мы сейчас смогли также прочувствовать все это настроение и весь этот пласт истории. Наверное, Суйманкул Чокморов не нуждается в памятниках и в увековечивании, просто потому, что он сам оставил себя во времени, и прикоснуться к его наследию очень просто и приятно. Достаточно купить билет в Музей изобразительных искусств или пересмотреть фильмы с его участием для того, чтобы ощутить всю красоту запечатленного Суйманкулом времени. Улицы в лицах.